Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаума дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях вновь наш уважаемый Шмурат Хазрят. И сегодня у нас есть две важные темы, которые я хотел бы с ним обсудить. Салам алейкум, Шмурат Хазрят. Валейкум ассалам, добрый вечер, Руслан, тебе и всем зрителям. Да, у нас эфир мы решили провести по двум темам, которые у нас здесь в последнее время, скажем так, громко зазвучали в республике, которые хотелось бы обсудить. Это первое, это русская община впервые у нас в республике открыто провела свой рейд, ну а по-другому я его называю облавой, вместе с правоохранительными органами, с силовиками, точнее, по, скажем так, нелегалам, да, как они говорят, да, ну, а на самом деле по нашим братьям, по тюркским, по братьям из Кавказа и Средней Азии, Центральной Азии, точнее, правильно, если говорить. И вторая тема это ВКБ, предстоящий Всемирный Курултай-Башкир, который тоже, я думаю, что можно и нужно, наверное, немножко обсудить перед предстоящим Всемирным Курултаем-Башкир. Итак, Ишмурат Хазрат, вот на днях буквально прошел вот этот рейд, который показали, которым так гордо выложили, скажем, залили в интернет русская община города Уфы, о том, как она вместе с силовиками проводит рейды, там видно и это и центральный этот торговый центр Иремель, там ночные клубы и так далее, и так далее. То есть вот они заходят, всех валят на пол, руки за голову, выводят, строят их там, руки на плечи, цепочкой там ведут, и потом в конце хвалится один из представителей вот этой русской общины Уфы, как они там проводят этот рейд, что это вот мы действуем, они разговариваем, и якобы там будет все это продолжаться и так далее, и так далее. Как ты вообще вот ты охарактеризуешь вот это действие? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я свои личные ощущения расскажу. Что чувствуют другие, это, наверное, уже другой разговор. Но то время, когда можно было возмущаться, как-то эмоционально это воспринимать, это время, я думаю, уже прошло. Все, что накопилось, я в одном из роликов там рассказал. И, кстати говоря, очень много людей его просмотрели. Вообще, вот, наблюдая за всем этим, очень много мыслей возникает. Страна, которая отправилась денацифицировать соседнюю страну, она сама встала на путь такого оголтелого, наглого нацизма. Хотя декларируется, что в России у нас тут дружба народов, межконфессиональная и так далее, и статьи быстро рождаются, да, на этой почве. Но на самом деле единственный нацизм, который в России разрешен, это русский нацизм. И вот то, что они творят, ну, вот, знаешь, есть одна хорошая вещь, это то, что они сразу себя в тупик поставили. В чем их самая большая проблема, я считаю? Вот, их самая большая проблема – это их идеологи, лидеры. И то, что я сейчас скажу про них, я не боюсь говорить, потому что я более чем уверен, вот их мыслительные способности не позволят даже вот это услышать и пересмотреть. Потому что они настолько тупы, что даже вот услышав это, да, они не сделают никаких выводов, поэтому я вот это все озвучиваю. Проблема тупости их в чем заключается? Вот любой идеолог, да, он должен держать нос на ветру и четко чувствовать, чего не стоит делать его группе, его течению, его партии и так далее. Эти люди, получается, они абсолютно не знают
ни страны, в которой живут, и своей же культуры. Культура, вот русская, да, будем говорить, вот тут ни в коем случае мы не применяем это слово в каком-то узкобытовом этническом смысле. Это вот то, к чему часто придирается. Нет, ни в коем случае. Мы не имеем в виду какой-то там этнический оттенок. Вообще, русская культура, она от начала до конца, до мозга костей пропитана воровской романтикой. Почему я говорю, это русская культура? Потому что в башкирском языке таких слов даже нет. Там, что такое, например, пацаны, что такое понятие, базарить, что такое, вот это что? Это не переводится никогда. Да? То, что вот в этой культуре является уважаемым, все, что романтизировано, оно никак не переводится даже на наш язык. Вот. Но те, кто живут в России, потом являются русскими, этнически, и потом берут на себя вот такую роль, мы будем отстаивать там интересы вот этого русского народа. И если они не считаются с таким простым понятием, как воровской мир, то значит очень глупые люди рулят вот этой всей темой. Испокон веков на Руси, в СССР, потом в России было такое слово, да, как вот связь с силовиками, но слово подментованное, это понятно, что на Руси не было, но в какой-то отрезок исторический оно появилось, да, и это слово и не умерло сейчас. Если ты хочешь дискредитировать кого-то, да, то просто этому человеку надо постоять рядом с человеком в погонах, а погонов у нас может быть каких угодно много, там сослаться на него, намекнуть, что ты с ними работаешь, и все, ты вот уже для народа, в принципе, как герой умираешь. Это что за такие вот русские богатыри, да, которые вот, если их язык использовать, подментованные русские богатыри вышли на улицы городов там защитить русский народ. Это просто тупо, как говорят сейчас, не укладывается вообще в голове. А они именно такие. Они делают рейд с этими силовиками. Вообще, в чем ваша роль? Вы кто такие? Вы власть, что ли? Вот эти нашивки, кто вам разрешил? Вроде бы как вы с утра до ночи ругаете какие-то этнические группировки, но по факту получается единственная этническая группировка с непонятным статусом, подментованная, да, еще раз заострим внимание, ходит и делает какие-то рейды. Вы, ребята, вообще кто? Я часто их ругаю у себя и на канале, я им объясняю, кто они такие, что за это идиоты. Вот придет время, если просто эти же силовики сольют. Они не изучают своей же истории. Мы же говорили им, объясняли про черносотенцев. Вот их историю они и повторяют, да, согласитесь. Не я один им это объяснял. Вы черносотенцы, и ваши же историки вам не раз задавали вопрос такой: куда делись черносотенцы, как только началась большая смута? Хоть такая малейшая роль каких-то националистов, черносотенцев, не знаю, кто какие погромы делал и против кого, вот куда они потом в буре революции, гражданской войны они растворились, потому что свои же их перещелкали. Пока что вот так, в качестве вступления. Если оттолкнуться от этой воровской романтики, да, и просто посмотреть на реальность, да, на жизнь обычную, то представим, они заходят там в торговый центр Иремель, да, в какое-то там кафе, там очень много мусульманских кафе разных там есть. И вообще, в любой, представляем, заходит в мусульманское кафе, которое не этническое, там, не узбекское, не кыргызское, не казахское, не чисто башкирское, просто там халяль. У нас, допустим, очень развита была сеть кафешек халяль. Я очень много часто там кушал, и там заходят представители разных национальностей. И они заходят, кладут всех на пол, какой-то там свинособака какая-то там с нашивкой русской общины кладет всех на пол, с завязанным, сам боится лицо показать, всех кладет на пол и говорит: ты кто такой, покажи документы. Представим,
он кладет на пол азербайджанца там или узбека, человек, который живет здесь уже там, допустим, ну вообще родился здесь. Что таких у нас нет узбеков, которые родились в Республике Башкортостан. Есть, абсолютно. Но он же не разбирается же. Они же вот, было не показано несколько видео, когда они заходят в кафе, русских они не трогают, лиц со славянской внешностью, а всех, у кого внешность среднеазиатская, ну вообще не русская внешность, они сразу же всех их кладут на пол. А если этот человек проживает в Республике Башкортостан с момента рождения, и его родители здесь живут с момента рождения, то это вот как вообще этот человек тогда он смотрит вообще на них, на этих представителей у русской общины, этих вот, я настолько у меня вот злость к ним. Но получается, они наплевали вообще на какое-то гражданство, на какие-то правила, на какие-то законы, кладут всех, сперва унижают всех, кладут на пол, заставляют показать документы человеку, который вообще не имеет никакого права, как правильно ты сказал, какой властью он наделен, чтобы он там чтобы спрашивать документы. А потом выясняется, если выясняется, что этот человек действительно гражданин России, проживает давным-давно в Республике Башкортостан, он что с ним сделает? Он ему отдает документы и все. Ни извинений никаких, ни публичных, ничего. Как вообще к этому относиться? Это уже вторая такая, я считаю, что наглая акция. Первая, это мы помним, русский марш прошел в Уфе, когда они там ходили, там кричали «Россия для русских». И сейчас вот этот рейд прошел. Что вот нам, башкирам, сейчас надо делать? Просто я вот вижу, да, я сегодня пост написал такой гневный. Я захожу в этот инстаграм, наши башкиры там пляшут, танцуют, свадьбы снимают башкирские, там что-то рекламируют, что-то продают, что-то покупают. Как будто бы вообще вот этой проблемы не существует. Или они ее не замечают специально, сознательно, или реально они не думают, что как бы все нормально у нас в республике. Ты вот как смотришь? Мы вот со стороны смотрим, может мы нагнетаем обстановку, может там все действительно хорошо? Или они не думают, что как бы до башкир-то доберется? Беседуя на эту тему, да, мы к нескольким должны обратиться слоям людей, общества. Ну, то, что про них мы думаем, мы уже много рассказали, в том числе сегодня озвучили. Эти недоумки, они выводов не сделают. Но нормальный человек, он вот в такую примитивную форму нацизма никогда не впадет, да? По цвету кожи, по глазам там определять, вот подходить. Это же как раз из этой оперы. Он же не подходит к славянам. Он подходит к человеку, у которого, возможно, там мама русская, может он на 75%, как принято сейчас выражаться, да, может быть он русский, да, такие же есть русские, которые потемнее меня будут, да, вот, но они именно разводят вот такой мелкий бытовой нацизм и расизм. Это, к слову, кстати, нашему главе, который, помнишь, там гордился, кичился, что он на расизм будет давить. Тогда все смеялись еще в Башкортостане, это что за расизм? Ну, он подразумевал нас, башкортов. Кто-то чернокожих бьет или это, но у нас их вроде и нет, чтобы говорить про расизм. Но вот сейчас мы же наблюдаем этот расизм. И почему этот, и где он со своими громкими заявлениями? Ты же хотел против расизма бороться. Так борись, вот же это самый такой бытовой, тупой, не просто нацизм, а расизм. Вообще надо сказать, если вот в сторону уходить, нацизм же он, даже вот такие крайние формы нацизма, они все равно еще могут быть хуже или просто плохими, да? Даже когда говорят нацизм, все вспоминают Третий рейх. Я часто вот это привожу в пример, но даже у них в идеологии, в доктрине было прописано, что если там взять человека как биологический вид, поменять ему ментальность, чип, грубо говоря, да, ментальность ему поменять, его можно понемечить. И именно поэтому они и охотились за разными такими детьми белой внешности, там из Белоруссии увозили детей, русских увозили. Почему? Ну, зная немцев, да, прекрасно мы
они закладывали уже, что вот над ними поработают, где-то в детдомах, там отдадут свои организации, и они вырастут просто ну, немцами. Ну, послушными машине, вот этой рейховской машине. Немцы, значит, они вот в такой примитивную форму типа крови, да, русские, если ты там не нашей крови, ты не из нас, они в это не впадали. Они прекрасно понимали, что человек, как человек, это биологический вид, который можно слепить в кого хочешь. Но вот эти недоумки, они же так не размышляют, получается. Если он в кафе подходит, в принципе, уже 1000 раз обрусевшему там, татарин, азербайджанец, неважно кому, что у него в голове вообще сидит? Сидит самый тупой расизм, который, вот, кстати, из многих книг подчеркнут, да, из русской классики в том числе. Вот, поэтому этот долгий блок обращения к ним, им мы все, что хотели, сказали. Теперь дальше, обращаясь к тем, кто поумнее. Вот есть такое понятие, как тонкая ткань общества. В любом обществе, да, национальная политика это довольно такая, хрупкая вещь, это как паутина. И там корявыми пальцами рвать тупые люди не должны. Даже во многих странах, да, иногда прописанные, иногда не прописанные такие правила действуют, что вот, допустим, портфели распределяются по пропорции этнической в стране. Там столько-то отдаем этим, столько-то. Ну, например, в Египте это соблюдается, в Ливане и так далее. Вот. Я уже сказал, этнические группировки, если они не имеют там четкого статуса, одно дело, если ты как-то спортивный клуб и так далее, но вот эти люди, они, братки, это вы кто такие, чтобы рейд делать, да? Этого же не позволяли, ни башкирам. Что, башкиры когда-нибудь ходили, вот такие рейды делали когда, что ли? Может, давай братьям татарам дадим тоже возможность, а у них будет татарская община. Ему я могу паспорт показать, например, да, как своему. Почему нет? Их тоже много. А почему тем можно, этим нельзя? Когда мы какую-то деятельность вели в Башкортостане, нам же всю дорогу объясняли, вот осторожно там, не затрагивайте вот эту сферу национальную, не говорите, что где-то больше таких, где-то больше таких. Один раз у меня просто был разговор с чиновником. Я ему говорю, вот, вчера нас, значит, задерживали, там было очень много армян полицейских. Я говорю, почему? У нас там был конфликт с ними. Их они отпускают, да, а нас забирает. Это с какого вообще перепугу? А тот еще, с кем у нас был конфликт, он еще указывает, вот его не забудьте, этого заберите и так далее, да. Вот когда разговор вот этот шел, мне говорили, все, кто немножко весом обладает, там, Ишура, давай ты не затрагивай эту вещь, потому что, да, их там много, и что, давай, просто это забудем. Вот. А в данном случае идет вот наглое порвание вот этой паутины национальной политики. Ладно. Кто понимает, тот понял, наверное. И третье обращение, это вот как раз к нашим, ты правильно говоришь, башкортара, к нашим. Им хотел бы я сказать следующее. Дорогие сородичи, вот меня, Руслана, кого-то вы столько времени вы посвятили тому, чтобы нас попроклинать, ругать. Мы что-то там раскачиваем, мы какие-то там проблемы поднимаем, которые, значит, лучше не упоминать. Это же зачем вы расшатываете? У нас же все любят друг друга. У нас же мир. И такой мир, который мы вместе добивались, да, там веками башкиры с татарами, русскими бок о бок. Но нас же ругали. А сегодня вы где? Вот то, что мы говорили там в 10, пусть даже в 20 роликах, это да, но вы теперь просто сопоставьте вот эти опасные вещи, которые мы говорили, и с тем, что творят на ваших улицах русская община. Вот кого-то вы как друг с другом кусаться, вы же батыры. Сейчас вы что скажете? Скажите свое веское слово. Если не говорите, то хотя бы задайте себе вопрос, кто ваш враг на сегодняшний день? Мы, что ли, которые в чем-то с вами расходимся? Вот это я хотел сказать, чтобы каждый башкорт
задумался о том, кто есть кто в этом мире, вокруг и на наших улицах в том числе. Тут бы я еще добавил бы, Ишмурат Хазрат, по поводу того, что вот если брать... Есть же у нас такие башкиры, которые кричат там вот, ну, в унисон, вместе с русскими вот этими нацистами кричат, что вот эти мигранты понаехали, там преступления от них одни, там проблемы от них одни, забирают у нас места. Но где вы покажите мне, где у нас сидят на каких-то там хороших, приличных работах, там узбеки, кыргызы, азербайджанцы и другие. Они работают там, где вы не хотите работать. На рынках торгуют, потому что на рынке торговать, и многие думают, что это просто там легко. На самом деле там они рано утром встают, на холоде, в любое время года, да, на стройках работают, дворниками работают, многие люди из них. Таджики те же самые. Вы же этим не хотите заниматься. Кто этим будет заниматься? Но вы кричите, что вот они понаехали. Сам недавно видел статистику, что только от 3 до 5% преступлений совершают мигранты. Все остальное совершают местные. И в большинстве своем, если брать, что их русских здесь 70% в России, соответственно, большую часть совершают русские. Те же самые изнасилования, убийства, наркомания, там, вымогательство и так далее, и так далее. Причем здесь вообще? Я про это тоже на канале время от времени пишу, заостряю внимание. Помнишь вот этот случай, когда драка произошла в Белорецке и умер, да, русский паренек? Да. Наши соболезнования родителям и другим. Вот эти драки, в которых молодежь умирает, это, конечно, это печально. Ну, и все взъелись на ингуша, там, ты же наблюдал, наверное, там наши татары, башкиры, ой, понаехали, ой, черные и так далее. Ну, примерно таком. Я у себя на канале выложил, ну так, 2 днями раньше, по-моему, тоже, ну, какая-то женщина ударом по голове, там, тарелкой ударила кого-то с татарской фамилией, именем видно, да? И тоже убила. Про нее вообще нигде не прошел никак слух. Ну, это понятно, мы сейчас очень простые вещи на самом деле объясняем. Дай Аллах, чтобы выводы просто сделали правильные наши зрители. Просто я к чему вообще все это как бы говорю и веду. Вот как правильно Ишмурат Хазрат сказал, налицо открытая идет политика нацизма в стране. И тот же самый Ради Хабиров. А я помню даже Ростислав Мурзагулов на «Эхе Москвы», когда ему задали вопрос про организацию Башкорт и почему ее преследуют, он говорит, это нацисты, расисты конченые, вот они возмущаются тем, что в какой-то школе убрали башкира директора, поставили татарина директора. Они этим возмутились. Это мы такого не потерпим и так далее. Потом Хабиров приходит и начинает, вот это расисты, я буду к ним беспощаден и так далее. И что в итоге? Сейчас в открытую, вот как правильно сказал Ишмурат Хазрат, идет нацистская политика. Когда по цвету кожи, по разрезу глаз выявляют людей, издеваются над ними. Я считаю это издевательством, когда человека там заставляют идти там, то гуськом, то там руки ложат ему на плечи, то кладут их на пол для того, чтобы там проверить у них документы. Да и вообще просто ворваться в кафе, где я сижу, отдыхаю после рабочего дня, заходят какие-то в масках непонятные люди и тут с какими-то угрозами и требованиями заставляют меня показать какие-то документы вообще. Кто ты такой вообще? И вообще вот я обращаюсь к башкирам, особенно к татарам, к жителям Башкортостана. Посылайте вообще смело на 3 буквы. Вот когда к вам подойдет такой по разрезу глаз, пытаясь вас там проверить, какой-то непонятный чувак, если это, конечно, не действительно из правоохранительных органов, не силовик, а вот подходит какой-то там непонятный замоташка, как они любят говорить, да, вот на самом деле вот они и есть замоташки, прячут лица, боясь показать свои лица, с шевроном вот этой у русской общины, подходит и предлагает там достать документы, показать, чтобы ему подтвердить, что кто ты такой.
какое имеет право вообще этот человек что-то там спрашивать у меня? Этот человек для меня понаехавший из русских когда-то регионов, приехал сюда и здесь пытается у меня спрашивать какие-то документы. У меня, у коренного жителя. Вот. Это в первую очередь должно возмущать. Я считаю, что башкирам пора проснуться от этой зимней спячки, танцев, шманцев, плясок и понять, в какой реальности они живут, что прямо на глазах у них крадут республику, на глазах у них уже проходят русские марши в городах, на глазах у них проходят рейды. И если кто-то думает, что вот это все закончится только на представителях Центральной Азии и Кавказа, то они глубоко ошибаются. Такие крупные организации, в которые вливают деньги, которых накачивают идеологией, которые тренируются в спортзалах, рано или поздно эти люди, они выйдут из-под контроля. Рано или поздно, когда закончатся мигранты, они перейдут на представителей других нерусских народов Российской Федерации. Это нужно понимать и осознавать. Пусть историю хотя бы учат, но на школьном уровне, да, вот если наблюдать метаморфозы гитлеровцев, вот они сейчас, получается, вступили в ту стадию, где всякие штурмовики на улицах устанавливают свой порядок, да, и про это тоже много сказано, ну, Гитлером в том числе. Исследователи были, которые писали, если мы, они говорили, да, вот эти штурмовики, если мы завоюем улицы и умы ваших детей, то потом мы придем и к власти. Вот сейчас они на улице и пытаются доказывать, кто они такие. Умы ваших детей — это как раз вот про то, что молодым это нравится, да, какой-нибудь начинающий нацист, ему это, да, ну, интересно, нашивку дают, лицо скрывают, пойдем там, если что пнешь тоже, ничего там страшного не будет, там наши вот братья рядом будут стоять, да, менты нас будут прикрывать. То есть примерно вот так. Это штурмовики. Что там со штурмовиками всякими, там с их лидером потом что сделали, и вот тоже интересно, пусть поизучают. Да. Ну вот и заканчивая эту тему, хочется дать совет нашим башкирам, что можно сделать именно тем башкирам, не которые спят или боятся, а которые, скажем так же, как и мы, возмущены всеми этими событиями, но не знают, что делать. Я уже в одном из своих видео говорил и повторю здесь, то, что нужно сейчас на низовом уровне собираться в какие-то общины, группы. Не надо обязательно объявлять себя башкирской общиной, потому что вас сразу же всех прикроют. Здесь на сегодняшний момент надо понимать, что может действовать открыто и нагло так только русская община. Для нее есть зеленый свет, есть крыша в виде там Бастрыкина и других силовиков и так далее. Никакой башкирской, кавказской, татарской общины там, и других общин не позволят это делать. Поэтому надо собираться не под какие-то официальные организации, а просто нелегально, неофициально точнее, собираться в группы, открывать спортзалы, осознать, вот здесь в голове осознать, что время пришло такое, что мы живем в такое время, когда вот-вот рванет межнационалка и очень сильно. И это не мы ее раскачиваем, это не мы ее начнем, ее уже начали русские. Поэтому, если вы хотите выжить как народ, то для этого нужно сопротивляться. Шансы есть у тех только, кто сопротивляется, кто безропотно дает себя зарезать горло, как овцы, у них шансов нету. Если ты волк, если ты показываешь зубы, тебя бояться начинают. Поэтому собираться в какие-то группы, заниматься спортом, вооружаться, если это есть возможность такая. Желательно, пока еще легально еще можно купить оружие, покупать оружие, возможно, выезжать на какие-то совместные там стрельбы, для того, чтобы как-то свои навыки не потерять.
Потому что вполне возможно, скоро придет такое время, когда мы помним вот этот момент, когда недавно цыган, ромов, да, громили в соседней нашей области. Что с ними делали? Сжигали. Сжигали целые дома. Заходили в дома, и что они делали? Они начинали отстреливаться. Ладно, там полиция не дала, скажем так, их до конца всех разгромить. Но впоследствии, в итоге, всех, кто это громил, что с ними сделали? Их всех отпустили. А вспомним наших крымоскалинских, что с ними сделали? Всех арестовали. Хотя никого не громили, ничего не делали. Ничего не сделали физического. Их всех арестовали, избили, башкир. А потом посадили. А здесь всех отпустили. И в следующий раз, чувствуя безнаказанность, они придут громить башкир. И тут уже у вас не будет два выхода. Либо вы будете кричать: не бейте нас, пожалуйста, и они все равно будут бить, потому что разъяренная толпа, ее не остановишь жалобами. Либо вы начнете сопротивляться. По-другому никак. И к вам придут на помощь ваши братья, башкиры. С ружьями, возможно. Придется, возможно, в кого-то и выстрелить. Для того, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих детей, своих жен. Потому что когда пьяная, агрессивная толпа, она неуправляемая. Они могут сделать с вами все, что угодно. По закону, как только, перебиваю, извини, да, по закону, как только он пересек границу, ну там, забора, ворот, все, это законная цель. Что там разбираться, он подвыпивший, не подвыпивший, поговорить пришел там, что это, ну, этот что ли, разбираться? Нет, по закону, именно даже в русле закона, да, очень много инструментов, на них, так мягко скажем, повлиять. Только начал перепрыгивать через забор, все, он должен быть уничтожен. Это по закону так, заметьте. Да и вообще из чувства самосохранения, когда ты видишь, к тебе агрессивная толпа ломится, и понятно, что они с тобой будут не просто разговаривать, а возможно и бить, а это если там 10 человек нанесет каждый по одному удару, то, ну, как минимум, ты останешься инвалидом. Как ты будешь свою семью потом кормить? На инвалидной коляске жена за тобой будет ухаживать. Но ты можешь этого избежать, если ты будешь сопротивляться. У тебя есть шанс, по крайней мере. Если ты будешь безропотно это сносить, у тебя шансов никаких нету. Поэтому, еще раз повторю, объединяйтесь в своих деревнях, аулах, нормальные башкиры, которые умеют за себя постоять, которые пользуются авторитетом, которые знают других подобных людей. Объединяйтесь, устанавливайте связи с соседними деревнями, потому что если приедет к вам русская община в количестве там 200 человек в деревню в одну, в маленькую, то навряд ли вы своими силами сможете спасти. А вот соседние деревни приедут, могут помочь. На уровне районов объединяться надо. На уровне республики избранные какие-то лидеры районов должны объединяться, чтобы как-то совместно ставить свои цели, задачи по спасению нашего народа, нашей республики. Хватит спать, иначе проснемся уже не башкирами. Вот в окончании, Ишмурат Хазрат, хотел бы, чтобы ты закончил эту тему. Чтобы, да, добавить еще один пазл небольшой. Башкирский народ на самом деле очень добрый. Но это объяснить трудно, да. Но мы это и прекрасно и видим, и знаем. Но часто он добр там, где это вообще абсолютно не в тему. Как вот в психологии есть же такой термин рационализация. Он начинает там смазывать, начинает видеть добро там, где на самом деле уже... Еще такой термин есть, толерантность, да, вот как ну да. Пытаются показать толерантными, какие они там. Мне кажется, по опыту, по ощущениям, мы сейчас описали такие крайние варианты, там ночью какие-то в балаклавах молодчики перепрыгивают ваши заборы. Это мы описали крайние варианты, которые, кстати говоря, не совсем уж
нафантазировано, они взяты из жизни. В последний раз сколько было, когда к русскому мусульманину приходили целой толпой? Да, Гниев Мансур, кстати говоря, YouTube. Вот. Мне кажется, что они будут демонстрировать свою силу вот с флагами, ездя там по республикам, какой-то рейд у них, ну не рейд вернее, а автопробег какой-нибудь, да, будут проезжать там, женщины ручками им будут махать и так далее. Вот в этот момент, ну, надо понимать, что ничего доброго в этом нет. Они демонстрируют силу, чтобы вы боялись. Зная наш добрый народ, я так представляю, многие будут смотреть, это какие-то там ребята, они там, ну, ездят, туристы, наверное, да. Да ладно, не надо внимания обращать, это же как бы молодежь же развлекается. А вот нифига, не молодежь развлекается, а силовиками созданная наглая, мерзкая, нацистская сволочь. И будет она демонстрировать силу именно вот так, как я сказал. Ну, чтобы все знали, да, тут у нас Россия, русские города, ну и что Башкортостан, вот мы проехались, и что? Вот, зная их мерзкую натуру, я примерно вот так предполагаю. Именно поэтому вот эти русские марши какие-то там, мы русские с вами Бог, ну, может быть и Бог, но какой-то другой вопрос. Ну, думаю, примерно все. Да, тогда переходим к другой теме. Недавно в одном из телеграм-каналов вышел там пост, где были сфотографированы стенды. Явно, что это видно, что это фотография, это не какой-то там напечатанный рисунок и выложенный. Это фотография стенда, где написано «Задачи 6-го съезда Международного союза общественных объединений Всемирного Курултая-Башкир», который должен пройти в середине декабря. Вот. И там есть такие пункты, которые бы я хотел сейчас зачитать, ну а мы обсудим с Шмуратом Хазратом эти пункты, да, вообще. Выражение, первый пункт, один из пунктов, выражение публичной поддержки политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот сразу, да, как бы прокомментируем. Что это означает? Ну, явно же означает, сегодня политика Путина, она не внутренняя. Хотя внутренняя, это вот тоже, то, что мы сейчас описали, это тоже, это политика. Вот эта внутренняя политика, это русская община, которая сегодня нагло марширует по России, всех нерусских там гнобит. А внешняя политика, это война в Украине. Вот выражение публичной поддержки, то есть все, кто присутствует на Всемирном Курултае-Башкир, предложит им проголосовать, тем самым поддержать публично эту поддержку, вот эту политику Путина. Правильно, Шмурат Хазрат, как ты считаешь? Сам вопрос даже смешон, потому что последние 20 лет ничего другого и не наблюдается в России. То есть, да, если ты хвалишь Путина, если ты первым делом, да, это заслуга нашего уважаемого там-то. Если вот это не озвучиваешь, тогда не будешь ни наукой заниматься, ни политикой, тем более вообще ничем. Никакой безобидной вещью не сможешь заниматься. Ну а вообще Всемирный Курултай-Башкир, по-твоему, сегодня это та организация, которая защищает права и интересы башкирского народа? Или это что? Знаешь, вот эти все официальные там официоз, я как бы очень трудно их, тяжело переносил. Мне часто приходилось участвовать в таких там конференциях, всяких собраниях. Ну, Курултай, понятно, я бы никак не мог попасть, но те, которые по степени ниже. Но всегда мне это не нравилось. Я считал, что никаким образом они не влияют на народ. То есть это никак не отражается на мировоззрении отдельных личностей, да, наших сородичей. Я вот недооценивал, честно говоря. Но потом я понял, что я был неправ. Для большинства людей, даже у кого и высшее образование, 2 высших образования, да какая разница? Для них вот эти
бумаги, какие-то резолюции, принимаемые на вот таких встречах, форумах, это действительно вес. Люди действительно покупаются на это. И вот поэтому на этом Курултае все, что будет озвучиваться, что они пропишут, о чем будут говорить, это засядет в умах многих людей, да, и странно, но они будут в это верить. И тут ни образование, ни опыт, ни при чем. Ну, люди, которые варятся в одном котле с такими себе подобными, они потом сами начинают вот всю эту ерунду верить. Поэтому, да, путинизм будет в каждом пункте продавливаться. В этом никакого сомнения нет. Вот следующий пункт как раз об этом и говорит, что сплочение общества вокруг целей и задач, обозначенных в указе президента Российской Федерации Путина об утверждении новой концепции внешней политики Российской Федерации. Указ президента РФ от 31 марта 2023 года. Но это как раз вот внешняя политика у нас сегодня в России одна. Это война с Украиной. И вся внешняя политика заточена на борьбу с Западом, с НАТО, с Америкой, с Евросоюзом и с Украиной, соответственно. То есть башкиры должны подтвердить, что башкирский народ правильно, по делу занимает первое место в Российской Федерации по количеству погибших на войне с Украиной, потому что мы, люди-воины, которые вечно присягали на верность Путину и обязаны за него положить голову. Ну, это немножко похоже, как на верных псов, собак, которые вот будут умирать за своего хозяина, прав он там или не прав. Популяризация военной службы по контракту с целью поддержания устойчивого пополнения вооруженных сил Российской Федерации мобилизационным ресурсом из РБ. Вот этот пункт меня вообще, конечно, убил прям просто. Что ты скажешь по этому пункту, Ишмурат Хазрат? Ну, мало, видимо. Мало там погибает парней. Вот с нашей деревней, можно ли сказать так вообще? Ну, в нашей деревне я там жил несколько лет. Уже, двое соседней, по-моему, тоже двое. Как-то я сидел, думал, и, пришел к выводу, что скоро не останется сел, из которых бы там кто-то не погиб на СВО. И вот как раз на 2024, по-моему, это и настало. Деревня Сафарово, Учелинский район. К тому моменту, когда я считал, было 6. Потом деревня Серменево, да, Белорецкий район. Если в те края ездил, есть. Да, конечно, все знают эту Серменево. 8 человек. Куда? И что? Мало, что ли? Еще надо, но и также побили все рекорды. По-моему, в каждой деревне до сих пор стоят памятники погибших в Великой Отечественной войне. Там, список, где-то по 15, по 20 человек. Но это была война, Вторая мировая, где там миллионами сражались друг против друга. Да, была всеобщая мобилизация. А сейчас вроде бы по контракту набирают желающих и такое количество трупов. И здесь самое главное даже не то, что вот мало или не мало. Самое главное здесь то, что свои, как я говорил, свои же башкиры, которые вроде бы как считаются у нас элитой, интеллигенцией, вот они будут ставить задачи от Всемирного Курултая Башкир к башкирскому народу о том, что нам надо популяризировать военную службу по контракту, чтобы что делать? Воевать, естественно, с Украиной. Ехать туда и умирать. Сейчас я думаю, что уже пора даже нам пересматривать, нам, башкирам, вот давно пора понять, что мы вечно умираем за интересы Москвы, за интересы Кремля, не за свои интересы. И те вот эти войны, которыми мы гордимся, Отечественная война 812 года, Северные Амуры, у нас там до сих пор многие там в грудь себя бьют. А сколько погибло башкир, вы знаете?
Больше 100 тысяч башкир тогда погибло в этой войне. И что? Вы считаете это нормально, что ли? То, что вот за какие-то хотелки императора Александра Первого, там, за то, что они там что-то не поделили с... Ой, не 100 тысяч, я вру, там больше 10 тысяч, извиняюсь. Больше 10 тысяч башкир тогда погибло. Но 10 тысяч тогда, в Первую мировую сколько погибло башкир, во Вторую мировую сколько погибло башкир. Вы считаете, это что, нормально, что ли? Мы сейчас, если бы мы, вот представьте, что мы были бы отдельно независимой страной еще вот с момента Наполеона. Как бы мы могли вырасти в численности, если бы не участвовали во всех этих войнах? И те, кто не участвовал, они выросли. И сегодня в маленьких странах там миллионы и миллионы людей. Огромные нации. Та же самая Индонезия, да, там, допустим, взять. А башкир, ну мы вечно воюем за кого-то. Не за свои интересы, а за кого-то воюем. А когда за себя воюем, нас называют бунтовщиками. Вот, может быть, пора пересмотреть, как ты считаешь, Шмурат Хазрят, вот эту вот вообще идеологию, которая распространяется среди башкир, о том, что мы башкиры воины, что мы вот вечно воевали, что мы там северные амуры, что мы ишмуратовцы. Пересматривать. Знаешь, есть моменты, которые просто из песни слов не выкинешь. Башкиры при любом режиме, в любом веке воспитывались на героике, да? Но они все равно всегда будут говорить про воинов, про подвиги, все песни пронизаны этим, да? Но все равно башкиры всегда будут стремиться вот к какой-то войне, ну, имеется в виду ментально. То есть, действительно, воинственности в башкирах много. Проблема в том, куда все это направляется, Да. где надо работать. А так... Ну, я считаю, что вот эта героизация сегодня вот наших боевых подвигов, героизация нужна нам, нужно героизировать тех башкир, которые воевали за свой народ, за свою землю. Вот наших там Алдар Батыров, Салават Юлаев, Кинзя Арасланов, Кара Хакал, там Батырша, там Каранай Муратов, Заки Валиди, ну и так далее. Вот кого героизировать надо. Ну а героизировать тех, кто когда умирал за Александра Первого, императора, за Сталина, за Николая Первого, за Николая Второго, но в чем здесь героизация? Ну, у меня большие сомнения, что если бы Наполеон победил бы, башкирам было бы плохо при Наполеоне. У меня большие сомнения, если бы победили в Первую мировую войну Вильгельм I, что было бы плохо башкирам. У меня большие сомнения, что Гитлер, если бы победил бы, башкирам было бы плохо. Большие сомнения у меня, вот если честно. Но однако вот мы воевали, умирали. И чем сейчас нам отплачивает эта родина? Как держала нас на уровне рабов, так и держит. Колонизированные народы. Все, куда отправят, туда мы едем умирать. За что? За кого? Зачем? А наши интересы где здесь? А когда мы жить будем нормально? И вот сегодняшняя вот эта война, опять нас взяли и куда-то отправили без спроса. Вроде бы федерация, вроде бы мы государство в составе федерации, у которой там есть своя конституция, свои законы. И по идее нас должны спрашивать, провести референдум, там, спросить у населения, хотим ли мы участвовать в этой войне. Никто никого не спрашивал. Хабирову дали приказ, он выпрыгивая из штанов, там, вместо 10 тысяч поставил 20 тысяч, если не больше. Ну, не так ли? Ну, да. По факту, да, вот по форме они скажут, это же все контрактники, они добровольно заключили там и так далее. Ну, а мобилизация была? Вот. Но то, что толкает людей на вот это СВО, рассматривать это как заработок, это же тоже продолжение истории, это же, ну, вот это политика
отдебиливания через телевизор, политика демонизации украинцев, которых они никогда в глаза не видели, история, да, а-ля путинология. Вот это все, да. То есть они реально разговаривают телевизором уже многие, вот кто туда едет, они ведь реально убежденно едут. Я просто не представляю, чтобы человек там сидел, сетки плел, потому что, ну, там просто вот его заставляют. Нет, многие делают это убежденно. Вот, Ну вот, говоря, недавно новость прошла от этой актрисы там Башдрам театра Эльмира Юлдашева подписала контракт и собирается ехать там вот на войну в Украину. Я называю это войной, не СВО называю. я не знаю, что у него в голове творится, я честно говоря. Знаешь, вот многие вещи, которые там ты пишешь, то, что сообщают в БСТ, там какие-то странные, нашла боевых братьев. Это каких там боевых братьев она там нашла, женщина. Ну сиди дома, ладно, родного брата убили, поехала туда, вот типа патриотизм, помочь там, и там она нашла там братьев, значит. Я не знаю, я иногда читаю, у меня это просто в голове не укладывается. Просто не укладывается. Вот у меня тоже, я просто, если честно, мне стыдно. Мне стыдно перед другими народами, где мы, башкиры, показываем первыми вот эти вот, и так радостно об этом заявляем. Создается отряд женщин-воинов, которые поедут оккупантами в Украину уничтожать украинскую государственность, сжигать и убивать ее жителей, мирных жителей, женщин, стариков, детей, разрушать города. Для меня это вообще, конечно, вот это, за это же все придется. Знаешь, Руслан, Да-да-да. это вот у них, когда, значит, когда мы с ними вот будем беседовать, да, пытаясь что-то объяснить, нам нужно будет полгода слушать их аргументы. Вот, значит, НАТО, вот эти нацисты, там, распятые мальчики и так далее. То есть сначала... Родина в опасности. Много цистерн от тех же наших башкир, да, про шаймуратовцев, как они подвиги показывали, хотя вы немножко почитайте там, как все происходило, сам Шаймуратов как погиб, вот это все почитайте. Мы это должны будем выслушать, и в конце, да, если даже у нас никаких аргументов не останется, я бы, знаешь, что им сказал бы? Ну хорошо, хорошо. Допустим, вы считаете, что вы едете в какой-то Мордор, чтобы там уничтожать какое-то зло. Хорошо. Но просто ответьте мне на один вопрос. Хоть один из тех, у кого в обществе хорошо, у кого там должность, у кого машина там, начиная от миллиона, да? Вот он сам, или его сын там, или кто-то из близких погиб там, какой подвиг показал? Ну вот Бадранов, например, Азат, ты в какой рукопашной участвовал? Ты можешь нам рассказать? Есть же, это же в наше время же легко. То есть такое-то направление в такой-то деревне, допустим, ну, мы штурмовали то-то, я был там впереди, да, там был ранен и так далее. Вы, если вот сравнивать вас с коммунистами, хотя я антисоветчик конкретный, но так они все воевали. Сталин, да? Двух сыновей. Там, Двух сыновей. Воевал. Брежнев воевал. Вы просто переодеваетесь в вот эту камуфлированную форму, там с женами на Инстаграм фотографируетесь, но ведь никто из вас там, мягко я скажу, никакого подвига не показал. Что он там штурмовал? Танк подбил или что? Вот когда мы начинаем возмущаться, вы доказываете нам, нет, башкиры должны идти туда и погибать. Вы распоряжаетесь чужими сыновьями, чужими детьми, которым там 18 стукнуло, вы, падлы, их под контракт подводите. Иди сам езжай. Те муфтии, которые там объявляли, что это священная война, джихад там, а что ты сам не едешь? Стань шахидом там. Многие
и муфти, которые эту бумагу подписали, так у них взрослые сыновья есть. Так одень, камуфлируй его, экипируй, отправь. Пусть покажет примером, погибнет там. Понимаешь, вот это тоже Руслан вымораживает. Все, кто туда зовет, сам-то он, я не знаю, сколько километров он, вот эти все военкоры, кто там рассказывает, что он там что-то помог, бойцам помог. Вы сколько километров от линии вообще там обитаете? Сволочи, мрази. Вот еще один пункт. Выражение публичной поддержки усилиям главы Республики Башкортостан Хабирова в вопросах реализации указов президента Российской Федерации. Поддержка Хабирова. То есть выразить поддержку Хабирова. В чем, почему вот этот пункт включен? По моему мнению, после баймакских событий у Хабирова тот остаток авторитета, который у него был, он рухнул до конца. У него и так после Куштау там все рухнуло, все, что можно рухнуть. После баймакских событий там вообще все упало, как бы там ноль. Среди башкирского населения как минимум полный ноль. И мы помним, как Зауралье не голосовало за Хабирова. И как Хабиров боялся ехать в Баймакский район сразу после баймакских событий, поехав на северо-западные районы за поддержкой населения. Трус, он побоялся заехать в Баймакский район или Хайбулинский район. Вот. Вместо него отправил там со Всемирного Курултая башкир женщин. Сейчас он хочет, чтобы Всемирный Курултай высказал ему поддержку. То есть, явно же этот пункт именно для этого. То есть, когда пятый Всемирный Курултай башкир, когда мы помним этот Всемирный Курултай позорный, когда Хабиров пришел к власти, был Всемирный Курултай башкир, 2019 год, лето, когда Алсынова оттуда удалили силой, Бадранов этим занимался, когда законно избранных делегатов от организации Башкорт с разных районов не допустили до Курултая, просто сняли их за какие-то там нарушения, якобы у них штрафы, административные штрафы были, именно по этой причине послужило снять. Но позорище. И помним вот это вот, как Фаиля изгоняли, и как Ильмира арестовали, там, в наручниках, там, заломали ему, там, и вывели его. Вот сейчас, и тогда этот Курултай объявил о том, что он там ради Хабирова поддерживает, и так далее, и так далее. Сейчас опять. То есть, обосрался 100 раз уже после этого Хабиров. Столько бед принес Республике Башкортостан. Столько вывел Республику Башкортостан на первое место по количеству погибших. Сколько трупов у нас. Сделал события на Куштау. Сделал баймакские события. Фаиля посадил. Айрата Дильмухаметова посадил. Рамилю Саитову посадил. Брата у меня посадил в отместку. И сейчас ему собирается сделать оказать поддержку ему публичную. Но получается, что вот эта верхушка, которая там соберется, которая навязывает вот эти пункты, получается, это вот, какая-то банда, по-другому еще не назвать ее, которая вместе с Хабировым вот пытаются удержать эту власть и всех башкир заставить присягнуть этой власти. Но, на мой взгляд, это так выглядит. Я бы, знаешь, тут умным людям советовал бы сохранять скрины. Вот кто будет участвовать в этом Курултае, что он там будет говорить. Потому что, Руслан, придут такие времена, когда они начнут массово удалять вот эти свои камуфлированные фотографии с инстаграмов. Там речи эти теряются, да, кто что там говорил, какие патриотические разговоры вел, как я объяснил, где-то лежа здесь, отправляя чужих сыновей, а сам, будучи там в здравии, будучи спортсменом каким-нибудь с боевым опытом, сам-то он туда не торопился. Вот эти чудики, придут времена, когда они свои биографии начнут шлифовать. А еще раз напоминаю, зная наш такой добрый нрав, мягкий башкир, они быстро это забудут. Простят. Простят даже, не то что забудут, простят. Да.
Вот следующий пункт — это разъяснительная работа о важности преодоления экономических трудностей. То есть все понимают прекрасно, что жили нормально. До 2014 года, я считаю, Россия как бы жива. Были проблемы национальные, конечно, у нас были. Вообще Путин, он как бы нам устроил много проблем. Но если экономически брать, жили нормально на самом деле. Там люди нормальные зарплаты получали, там брали кредиты, быстро их оплачивали, покупали машины хорошие, строили дома, квартиры. Вроде бы все, по всему миру путешествовали, вроде бы все нормально было. В 2014 году Путин, когда аннексировал Крым, начались первые санкции, тогда экономика, но тогда она еще более-менее как-то еще двигалась, потому что не все санкции были наложены. После начала полномасштабной войны все, санкции обрушились капитально на Россию. Сейчас она экономически в заднице полной. Друзья только у нее Иран и Северная Корея. Китай и то там непонятно, то ли друг, то ли враг. Весь цивилизованный мир отвернулся. Никуда не пускают. Понятно, что в России начались трудности. Эти трудности нам устроил кто? Путин. И нам сейчас будут разъяснять работу о важности преодоления этих экономических трудностей. Что нам могут сказать? Потерпите. Там, что еще могут сказать? Только потерпите, наверное, я так думаю. На сегодняшний день, да, вот рекордный курс доллара, сколько там было, 112, что ли, когда я заглядывал. Давай, объясните нам, как это преодолеть. Если объяснять в таком стиле, что вы же все равно долларов не видите, вам какая разница? Но, извини меня, мы прекрасно понимаем, да, что выкупается многое из-за рубежа. Какая-то там для стоматологов, например, пломбы, эти паста для пломб, условно она стоила, пусть 100 тысяч, да, какой-то пакет, автоматически станет он 150 тысяч. Вот этот стоматолог с частной клиникой, он как будет преодолевать? Объясните на этом Курултае, Башкир. Он поднимет цены. Он поднимет цены, это ударит по населению. И опять население будет виновато. А этот Курултай Башкир, он же сидит на зарплате, вот это особенно комитет этот вот, там аппарат рабочий. Но понятно, что вот будут говорить, затяните потуже пояса, работайте в 2 смены, надо немножко потерпеть, еще чуть-чуть, светлый путь нас уже всех ждет. Но самый следующий пункт, это, конечно, у меня вообще вот это разоблачение экстремистских элементов из числа башкирских национальных организаций, действующих из-за рубежа. Это касается нас с тобой, Шмурат Хазрат. Нас будут разоблачать там. Рассказывать, какие мы экстремисты-террористы. Меня в первую очередь. То есть мы... Да, Шмурат Хазрат. Если рядом кто-то будет проходить с этим плакатом, возьмите маркер, запятую поставьте, а также экстремистских русских националистов не из-за рубежа, а изнутри страны, которые там подрывают, вот тогда еще не так обидно было бы. Я вот недавно тут выкладывал на своем канале видео про экологические проблемы Республики Башкортостан. Мне там пишут, ты чё расшатываешь, ты чё там из-за границы там что-то вякаешь. То есть, если я говорю о каких-то экологических проблемах, об этом нельзя говорить, потому что я за рубежом. Но говорите тогда вы, которые там сидите, вы же об этом не говорите. И никто не будет говорить сегодня. Почему? Потому что сегодня все, кто говорит что-то такое против, в итоге мы видим по последствиям, что было в Баймаке. Все. Но если мы не будем говорить, вас вообще задушат тогда там, всех. А так мы хотя бы на мир рассказываем, по всему миру рассказываем, какие проблемы в Республике Башкортостан. Как давят башкир, как сажают их, издевают, убивают как. Про Рифата Даутова рассказали на весь мир. Но вы же об этом не говорите. Я не слышал, чтобы Юлдаш Юсупов сказал об этом, о том, что как убивали Рифата Даутова. Что ему нанесено было почти 50 ударов по телу, и из-за внутреннего кровоизлияния всех органов
просто разорвали ему все органы, от которых от внутреннего кровопотери он умер в течение нескольких часов. Вы же об этом не говорите. Никто об этом не говорит. Ни Бадранов не говорит об этом. Ни Зухра Буракаева не говорит об этом. Ну, вот альтернатива Курултаю, пусть вот это видео, то есть все, что там будет сказано, услышано, чтобы в русле того, что сегодня было сказано, Ну, тут еще понималось. последний пункт остался. Информационное сопровождение процессов восстановления законности в связи с народными волнениями в Баймаке в январе текущего года. Что будут говорить? Я уверен, что будут обвинять во всем башкир, найдут каких-то зачинщиков, скорее всего, меня опять объявят, а также организацию Башкорт, что вот, это они все организовали, враги, спонсируемые Западом, как там уже Бадранов недавно заявлял, что пойманы некоторые там на вот этих вот событиях в Баймаке с долларами в кармане, якобы, что там ночью трактором сгребали кучу, чтобы снегом потом этим кидаться, ну вот такой бред. Будут доказывать, что вот сидят сейчас невиновные, их подставили, кто их сейчас будет вытаскивать, как сейчас поступать, что нужно сделать. Нужно признать вину, как ездила вот эта команда от Всемирного Курултая башкир по башкирским деревням, по башкирским районам, и уговаривала родственников задержанных в баймакском событиям признать вину. И мы вам за это сено там накосим, дров наколем. Вот это, наверное, мне кажется, информационное сопровождение, да, как все будет выглядеть. Ну да, конечно, в принципе, ничего нового не будет, но это все уже говорилось, до этого писалось. Вот все пункты, которые сейчас там написано, да, это будет просто на широкую публику устами таких более авторитетных. Не вот эти помойки типа Техаса, а солидные дядьки будут выходить и рассказывать, вот, понимаете, не все так однозначно, это же баймакские события, это же бла-бла-бла, в таком ключе. Подводя тогда итог вот всему вышесказанному, вот я бы хотел обратиться, потом Ишмурат Хазрат попрошу тоже, чтобы он сказал свое слово, хотел бы обратиться ко всем тем делегатам, которых пригласили, а у приглашения уже явно наверное, разосланы, или кого еще не пригласили, но кого пригласят. Особенно тем, кто за рубежом, башкиры, находится. Я призываю вас не участвовать в этом балагане, в этом преступном балагане, где вас подпишут под то, чтобы вы своими одобрениями, своими голосованиями подтвердили курс по уничтожению башкир в этой войне, по дискредитации башкир, которые участвовали в баймакских событиях, а там были порядочные все люди. И задержаны там все порядочные люди. Нету там никаких террористов. И вас под это подпишут. Чтобы башкиры и дальше умирали за Путина, молчали в то время, как будут давить и гасить башкир в республике Башкортостан за любое слово сказанное, вас под это будут подписывать. И те, кто приедут туда, понимая все это, уже вот слили информацию, да, что, правда, там какие-то начались прохабировские помойные каналы, начали говорить, что это фейк, но это явно не фейк. И когда вас под это будут подписывать, вы должны понять, что вы тем самым совершаете преступление против своего собственного народа. И ваши фамилии все будут известны. У нас здесь есть одно большое преимущество, при всех минусах нахождения за рубежом, у нас есть одно большое преимущество. У нас есть гласность. Мы можем говорить все, что хотим, все, что думаем. И списки всех тех, кто там будет присутствовать и кто будет голосовать, не против, а за. Эти списки будут опубликованы, ну а дальше с этими списками мы подумаем, что делать. Вот Ишмурат Хазрат хотел бы, чтобы ты
наверное, что-то сказал по этому поводу. Руслан сказал, не участвуйте. Я бы добавил, как пророк Мухаммад, саллаллаху сказал, лучшая борьба – это слово «истина» несправедливому правителю. Да? Это известный хадис. Очень хотелось бы, чтобы вот среди этих башкир нашлись люди, которые именно объявят, что мы не имеем с вами ничего общего, мы туда не поедем, потому что мы вас считаем теми-то и теми. Ну, не обязательно ругаться. В принципе, интеллигентный человек может культурно выложить где-нибудь у себя на канале, объявить, отправить. Сделайте это хотя бы, если, допустим, не так сильно вы верите во Всевышнего, но сделайте это для ваших детей. Ваши внуки будут гордиться этим вашим отказом. Они когда-нибудь увидят вот этот пост и скажут, вот в таком-то году моего деда приглашали туда, он не поехал, потому что он не поддерживал вот эту башкиро-ненавистническую власть вот этих манкуртов, вот этих предателей. Я бы хотел, чтобы они это именно сделали. Возможно, никто этого не сделает, да, но, возможно, хоть один кто-то из них найдется, который скажет. А это, я думаю, все равно возымеет какой-то эффект. Да, мы помним, когда Зафаиля Алсынова, какое огромное количество людей по зову сердца выступали перед судом и говорили, просили, чтобы его не трогали, что он честный и порядочный парень. Все-таки у башкир есть люди, которые могут об этом сказать. Мы помним тех людей, уважаемых аксакалов, которые, когда убили Рифата Даутова, в лицо Хабирову сказали, что они не согласны с этим, что они хотели минуту молчания, просили встать. То есть они уважали, раз человек просит минуты молчания, значит они уважают этого человека. И есть такие люди среди башкир. Я надеюсь, что действительно я присоединяюсь к словам Ишмурат Хазрата, что такие люди у нас остались среди башкир. На этом, наверное, на этой ноте, наверное, закончим. Больше часа проговорили. Всем спасибо. Зур рахмет. Хитге. Спасибо за приглашение.